Компактная с виду кабина судна на воздушной подушке вмещает и спасателей, и инспекторов рыбнадзора, и представителей органов местного самоуправления. Сегодня они работают сообща. Специалисты выехали в первый рейс с начала ледостава. Лед только начал формироваться, но на Мёше уже сотни любителей зимнего клёва. Лед устойчивый. Спасатели проверяют толщину льда у пробуренных лунок. Для зимней рыбалки достаточно 7 сантиметров. То есть здесь лед для рыболовства безопасен. Толщина льда здесь уже примерно 15 сантиметров. И видно, что люди, не боясь, выходят на лед. Некоторые даже приезжают на спецтехнике. Но это не говорит о том, что находиться на льду везде безопасно. Ледостав еще не завершился. Местами лед еще даже не затянулся. Пока вот видим по реке Мёша, устье реки Камы пока открыто. Даже продолжается еще судоходство. Поэтому необходимо дождаться установления стабильных низких температур. Хотя бы градусов 10-15 в течение 10-15 дней. С начала ледостава в Татарстане выявлено уже 13 нарушителей. Они вышли на тонкий лед в Рыбнослободском и Зеленодольском районах. В последнем вчера произошел первый смертельный случай этого сезона. Мужчина провалился под лед в заливе реки Волга. Спасатели нашли тело в 35 метрах от берега. Толщина льда едва достигала 4 сантиметров. Опасаться надо все равно. Лед еще не совсем замерз как бы. Я даже не знаю, я сам боюсь, я не лезу. Люди лезут, я пока сантиметров 10 не будет, я не иду. Сейчас большинство костюмов, они так называемые поплавки. Вот, лучше в них рыбачить, потому что они безопасные, в них невозможно утонуть. Такая рыбка. Но в любом случае сейчас идет оттепель, лучше переждать. Те же, кто принял решение выйти на лед, обязаны иметь средства безопасности. Лом для пробивания льда, он нужен для проверки его прочности, средства связи и спасательный жилет, чтобы удержаться на воде до прибытия спасателей. Они дежурят на многолюдных местах зимней рыбалки. В Татарстане выставлено уже 8 таких постов, позже откроют еще 2. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Лаишевский район.